С нами Венера Шамсудинова, заместитель директора Татарского книжного издательства. Поговорим с ней сегодня о новинках Татарского книжного издательства. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, уважаемые телезрители! Я с радостью познакомлю с нашими новыми книгами. А надо сказать, их выпущено именно интересных очень немало. И начну я с такого прекрасного издания. Это, можно сказать, фундаментальное издание. Сами видите, какой объем этой книги, книга-альбом. Это русско-татарский словарь астрономических терминов легендарного автора Адлера Тимиргалина. Стоит отметить, что это издание на сегодня является наиболее полным изданием, которое содержит огромное количество астрономических терминов. Эта книга станет незаменимым помощником для тех, кто интересуется этой наукой, занимается этой наукой, а также для тех, кто хочет обогатить свой словарный запас. Представляем вам еще одну новинку, которую ожидают очень многие любители творчества казанской писательницы Ольги Ивановой. Это книга «Великая Орда». Золотая Орда конца XIV – начала XV века, на Востоке известная как Улук-Улус, оживает на страницах этой книги в образе главных героев – Тохтамыша, Тимура, Идыгея, Улу-Мухаммада и событий, связанных с ними. Главные герои романа – личности поистине знаменитые и великие. Они прославились не только происхождением и громкими титулами, но и своими делами. Автор романа стремится открыть читателю не только дела известных личностей, она показывает их обычными людьми, которые влюбляются, предаются страстям, мечтают, размышляют о бренном, подставляют плечо близкому. Они подвержены слабостям и порокам, свойственным простым людям, совершают ошибки и потому не выглядят статичными фигурами, а становятся близки и понятны современному читателю. Представляю книжную новинку для наших юных читателей. Это такое красочное издание, которое уже с обложки привлекает свое внимание, переливающиеся буквы, красочная иллюстрация. Это книга «Сказки народов Поволжья». Эта книга выпущена сразу на двух языках, на татарском и русском. Название говорит само за себя. В это издание вошли сказки народов Поволжья. В сказках, вошедших в эту книгу, много общего. В них добро всегда побеждает зло, а хитрость тут же карается. Эти сходства продиктованы общностью характерных качеств сказочных героев. Они смекалисты, они прозорливы, добры и, несмотря ни на какие трудности, достигают намеченной цели. Мы надеемся, что эта книга своими яркими красочными иллюстрациями, сюжетом сказок увлечет юных читателей, научит их честности, смелости, взаимопомощи, а также дорожить дружбой, различать добро и зло. Стоит отметить, что некоторые сказки можно не только прочитать, но также посмотреть и прослушать с помощью специального QR-кода, который размещен в конце сказки. Представляем вашему вниманию еще одну интересную новинку. Это книга Сергея Гаврилова «Ханы, ханши и сеиды». Небольшая по объему книга представляет собой в некотором роде биографический справочник, который через описание жизни и деятельности правителей Казанского ханства на основе русскоязычных источников XV-XVI веков позволяет проследить основную хронологию становления и развития государственной власти в Казанском ханстве. Автором проанализированы практически все известные русские летописи, а также разрядные посольские книги, где так или иначе поднимались вопросы взаимоотношений Москвы с Казанью и упоминались личности правителей ханства. Автор посвятил эту книгу своему учителю и научному руководителю, татарскому историку, археографу и писателю Миркасыму Усманову, который, в свою очередь, одобрил идею и сам текст данной книги. Также предлагаю вашему вниманию рассмотреть вот это издание. Это книга-альманах «Безнун Вассыр Авазе». Как правило, когда мы приобретаем ту или иную книгу, мы можем познакомиться с творчеством одного автора. Так вот, эта книга содержит творчество многих авторов. Первая часть содержит произведения авторов среднего возраста, это уже профессионалы, многим известные авторы, поэты и писатели. А вторая часть этого альманаха содержит произведения молодых, начинающих авторов. Надо сказать, что многие писатели и поэты проживают не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами, а также за рубежом. Кстати, альманах в подобном формате
в котором собрано разнообразное количество произведений разных писателей и поэтов, выпущено в татарском книжном издательстве впервые. В книгу вошли и стихотворения, и повести, и рассказы, и пьесы. Ой, спасибо, Венере. Очень интересно. Ты выбрала что-то? Для детей мне книжечка понравилась, такая Да? красочная, Согласен. сказочки. Согласен. А меня как-то заинтересовало словарь термин астрономических. Это, по-моему, супер интересно. В общем, интересуйтесь, читайте книги. Мы желаем всем изучать новое и вдохновляться литературой.